Привет, друзья! С вами Одинокий Джесс. Настало еще очередное утро. Сегодня я очень рано встал. Пошел в ресторан, позавтракал. Ну, как всегда, у меня стандартный завтрак. У меня нет вот таких, вот как у них, вот они не знают, как обед кушают. Вот все, вот это мясо, все едят тоже. Наверное, так экономно утром съесть хорошо, плотно покушать, а потом целый день тебе не надо ничего есть. Но у меня другие завтрак, если завтрак, ты должен поесть завтрак такой легкий, такой вот это, а потом пойти в ресторан и покушать нормально. Я два раза в день кушаю, и то, представляете, достаточно. А почему дома мы 3 раза едим, тоже непонятно. Вот я сейчас утром позавтракал. Это одно яйцо, 2 куска бутерброда, 2 маленьких чашки свежего кофе, не оплос вот этот, а не растворимый, а зернах, которые. И вот это очень я поел очень мало, но вот бодрость, заряд вот забил свой желудок, как будто бы я тонны там покушал. Я ничего не поел, если честно. Там маленький йогурт, этот натуральный йогурт, маленький, без ничего, вот это, малюсенький, там 5 ложек вот этих чайных, 5 ложек, и вот маленький стакан, вот это, и то 2 это куска хлеба, с сыром, одно яйцо, и вот этот 5 ложек вот этого йогурта, и вот очень здорово. Вот что значит, надо прививать себе вот эту культуру питания, и тем более я хочу похудеть. 70 с чем-то я, но есть мечта, как раньше, потому что у меня вся одежда маленького размера, немножко я уплотнился, но это бывает. Обычно я мог легко похудеть, а сейчас я вижу, что из-за моего возраста вот это не проходит, потому что я раньше как никогда не менял, когда мне было 15 лет, вот моя одежда всегда одинаковая, вот этот маленький размер, и этот размер него даже вот тут, я нахожусь в Европе 20 чем-то лет, 21 лет, можно сказать. Размер не менял. На моей работе говорят, а почему ты не меняешь? Просто так как эта одежда, даже моя рабочая, в которой я в госпитале работаю, она очень сильно прилегает, конечно, мою фигуру подчеркивает, там, спереди, сзади. И они думают, я специально одеваю такую короткую одежду, что я не знаю для чего. Я объясняю, что я не меняю свой размер. Они говорят, а почему ты не можешь размер больше взять одежды? Я объясняю, что если ты один раз возьмешь больше одежды, потом этот размер тоже станет маленьким. А потом еще вот так и толстеют люди, когда они сопротивляются своему весу, а меняют вот этот размер одежды. А у меня всегда, я говорю, я подростком был, вот этот размер маленький, вот я до сих пор. У меня вся одежда, очень дорогая одежда, это не на десятки тысяч евро, все вот это, куда я дену? Куртки модные, вот это, брюки, все вот это, бесконечные эти футболки, вот это, очень дорогая одежда, я же не могу поменять размер и раздать. Я-то успел раздать одежду, там как-то раньше познакомился по интернету, вот это, из Рязани был, Миша звали, подросток 16-летний, и вот он, вот это, детские игры какие-то вот он сделал, вот мы познакомились, и вот я раньше, когда мог Россию отсылать, вот посылками, вот очень много одежды отправил в Рязань. Ну, если годами живешь, конечно, у тебя скапливается ужас. Я в Америке, вот сейчас я в Бангкоке побыл,
Правда, я отсюда сейчас везу одежду. Вот в Нью-Йорке был в августе месяц, очень много одежды купил. Вот так оно собирается. Каждая поездка по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И вот тоже, может быть, сегодня я куплю, я не знаю, я в супермаркет. Вот рубашки у меня очень много из Бангкока, рубашки, вот это. Ну, они лежат дома, футболки. Я-то думал, поеду в Чечню своим племянникам, что-то можно все это собрать, раздать. Но увидят, после 22 года все закрыли. Все. Сперва был этот COVID-19, вот этот. И после этого сразу война, и я, получается, что до 2019 года я до сих пор никуда не ездил в Россию. Последний раз был в 2019 году. Представляете, за 6 лет могло все что угодно меняться. И вот этот контакт с родственниками я потерял, потому что нет смысла. Вот они живут своей жизнью, и ты живешь своей жизнью. И вот надо решить. Или я, конечно, жалею, что у меня нет контакта с родственниками, потому что я уже купил бы себе квартиру в Грозном. Можно было бы очень много дел сделать. Но чем вот разъезжать, это же большие деньги. Вот я нахожусь больше 15 месяцев, почти 15 дней вот в Бангкоке. Сколько это деньги надо? Это большие деньги. Это на самолет я отдал только 930 или 980 евро. Но я специально взял дорогой билет, чтобы прямой рейс, чтобы не было в Голландии садиться, в Германии, в Австрии нужно приехать. Самолет поднимается, опускается, вот, чтобы не было двойных, тройных перелетов, вот я прямой рейс, лучше заплатить, тем более бесплатным багаж, там место вот это можно бесплатно, а в других вот службах за все надо платить, да, билет стоит 600-700, но потом за место заплатишь туда-сюда, потом за багаж заплатишь туда-сюда, это 200, 200, 300 евро еще дополнительно. А так 900 евро отдал, 900 чем-то. Можно, наверное, и дешевле купить, просто надо иметь. Я видел, что в сентябре за 600 можно было приехать. И я не думаю, что это все люди на этом огромном самолете за такие деньги, которые я отдал. Ну, там разные классы же. И вот так и приехал. И потом с собой я взял 1000 евро, ровно 1000 евро с собой. Конечно, у меня еще кредитные карты с собой, но наличка была 1000 евро наличной и 13 или 14 тысяч китайских батов было. Это было 1300 или 1400 евро у меня было. Имейте в виду, что это очень дешевая страна, очень дешевое место, и то я умудрился почти каждый день по 100 евро тратить. Но это я, конечно, это мои все самое лучшее. Это хороший ресторан, хорошая гостиница. Вот я сейчас живу 4 звезды, а кажется, это 5 звезд. Завтрак включен. И я мог, конечно, дешевую гостиницу. Вот этот Сукумхит, вот этот прямо, вот эта линия, где трамвай ходит, вот это я сейчас покажу. Вот этот район Сукумхит, вот там очень дешево, туда не здесь идти, очень дешево гостиница. Вот ту сторону тоже очень. Район вот этот Садхорн село, вот ту сторону. И там тоже очень дешево все. Но я сам тут тоже, даже снизу есть гостиница, которая трехзвездочная. За 500, за 600 евро можешь снять вот это. А я заплатил той гостинице, которая, парковка 700 чем-то, это тоже очень хорошие деньги. Ну, правда, гостиница тоже шикарная, но не было вот такого обзора. А вот это тоже 5 дней я нахожусь тут. Почти день 100 евро. За гостиницу 100 евро в день. За перелет 1000. Я посчитал,
вчера посчитал, там почти 3000 евро. Это большие деньги, но зато ты, конечно, больше полмесяца находишь тут. Если я в Америке мог бы за 7 дней вот такие же деньги потратить, только там гостиницы, они 100 евро стоят, а 300 евро самое дешевое. И вот так, конечно, эти деньги я за 7 дней потратил, а так тут за 15 дней я очень много вещей купил еще, вот это подарки своим двум шефам, вот себе маски, не маски, японские, вот эти всякие барахло. И одежду, правда, я купил, тайские вот эти тонкие вот одежды, просто, может быть, иногда я буду дома ходить, я бы с удовольствием бы купил бы вот эти фильмах, тайских лакорных фильмах, очнишки, вот это, как это называется, ночь для мужчин, вот эти, которые ночь спать ложится, вот ходить, вот такие элегантные, у них в фильмах я видел, но вот в магазинах они нет, наверное, есть где-то, наверное, есть они где-то, или они заказывают онлайн в дорогих магазинах, что-то такое. И, конечно, хотелось бы еще подряд. А так ты эти тряпки купишь, мешками завалены эти тряпками. Вот футболки я не одевал, там, не знаю, мешками дома. Не, сейчас я должен приехать домой. Следующий год я должен очищать всю квартиру, все вот это. Не будет этой политики, не будет этих ингушей. Все, в моей жизни больше ничего не... Я должен заниматься собой, своими делами. Если здоровье, если позволит вот это все. И работу, и собираюсь уходить. Буду уходить с работы, уже все, заканчиваю вот этот. Я писатель, я уже устал. Я уже свою жизнь отработал. Эта работа хватает. И как-то выйти на этот, как сказать, на безработицу, но сейчас очень правила меняются, очень жесткие правила, но так как я почти 20 лет работаю, скорее всего, мне будет какая-то скидочка, не будет вот так они придираться, но, конечно, это моя постоянная работа, первая и последняя, вот после этой работы я должен по-хорошему на пенсию идти. И я не могу вот так себе позволить 20 чем-то лет в одном месте работать, подняться, статус у тебя, все вот это. И вот просто от того, что я захотел сегодня уйти с работы, уйти, и потом все это коту под хвост. Так не бывает. Я человек, нужно иметь терпение, тем более мы же... Вот сколько я имею терпения насчет этих ингушей, сколько я вижу, что они делают. Вам кажется, я все это рассказываю вам? Все это... Нет, я стараюсь некоторые вещи вообще не рассказывать. Вот в общем, вот это глобально я рассказываю. Я по мелочам тут я сижу, все это, я пишу человек, вот я даже одно слово мне достаточно из этого репортажа сделать. И вы имеете в виду, что я стараюсь, конечно, я все это рассказывал, когда люди наглеют, вот это крохобор, вот всякий, вот этот мусор, который вот со самим ингушам, самому ингушскому народу, если они во благо ингушскому народу, я, может, сделал бы скидочку. Но это же во благо народа, это же во благо братским отношениям, соседским отношениям. И вот эти люди, которые почему-то решили, что они имеют право кого-то оскорблять, кого-то унижать, точно так же они у себя дома, своих детей, вот жен своих, вот эти сорт людей, они в жизни не состоялись, не школьные годы, не студенческие, и было бы возможность в советское время и какой-то профессиональной деятельности добиться успеха. Нет, они были бичами, там, я не знаю, стукачами, КГБ, и вот этот завистниками. А потом сейчас решили утвердиться за счет целого народа. Вот в чем проблема вот этой Ингушетии? В том, что вот она была всегда кому-то привязана, и они как-то, вот сейчас они 33 лет как
бы республики, и вместо того, чтобы во благо народа, во благо этой республики развиваться, строить дружеские отношения со всеми окружающими народами, и всегда нужен плечо. И к чему, если они будут относиться хорошо к осетинам, они, конечно, там тоже можно, да, это были проблемы, но их надо забыть, их перечеркнуть и строить отношения. В Владикавказе это тоже хорошо. Грозное вот с чеченцами то же самое. С грузинами общайся, и с русскими. Вам никто, у вас нет, вот у вас привычки хорошие есть у вас и плохие есть. Вот репортаж, вот до сих пор я вчера тоже сидел, думал, вот какие это, кто это редактор вот этой мужского телевидения, вот он хотел месседж, он же не может, он же государственное телевидение, они не вот именно вот это День национального единства, вот это, друзья, запятая соседи. Я хорошо, что не написали друзья, враги, вот написали друзья и отдельно соседи. Про друзей они рассказали, вот это свой репортаж, что 3 азербайджанца, 2 армяна, 1 афганец, которые как оказались там, вот они представляют народы целые. Они 1000 азербайджанцев, они 2000 азербайджанцев. Вот 1 человек, вот он представляет азербайджанский народ, он вот это связан с структурой вот этой Ингушетии, он с ним, вот это армянка, кто она такая? Вот это так, оказывается, тоже можно. У нас-то это культурное общество своих национальных, вот у нас в Грозном тоже показывали, тоже такой же репортаж. Но они 5-минутные, а часовой. И вот там про этих жителей, вот это, а не одного человека, а вот этот татар, которые массово проживают в Щелковском районе, 2 населенных пунктах, они проживают массово. И вот про них целый час рассказывают про их культуру, все вот это. Они, видно, что это там они присутствуют. У них какой-то школа танцев, татарские, эти маленькие девушки, вот эти танцы татарские разучивают. Видно, что это населен, вот, не один человек, не один азербайджанец дал интервью, и не один армян, как этих ингушей. Я приехала 40 лет тому, но вся история вот этой армянки, представляющей представитель армянского народа в Ингушетии, вот она, вот история вот этой армянки, они говорят, что у нас тут армянское сообщество, что мы тут компактно проживаем. Вот это азербайджанцы тоже самое. А вот когда одного афганца показали, а потом это афганца показали, когда это президент Ингушетии, какой-то мероприятие посетил, вот этот афганец готовил плов. И это президент, а какая разница плова ингушского и афганского, вот он спрашивает. И вот представляете, из ничего собирает вот эту нацию. Вот так же вы собираете свою ингушскую нацию из ничего, из воздуха, из порожняка вы все это собираете, поэтому у вас так, поэтому вы так спешите, поэтому у вас такой Эрнест Биг. И вот поэтому у вас все так и чисто. И потом у вас истерики, у вас и раскатывают против чеченцев. Об этом мы говорим, мы заявляем, мы будем заявлять, и некоторые другие заявляют. И вот это сколько строителей, вот небоскреб, я хочу показать вам, небоскреб они строят. Столько строителей там, вот сейчас не видно там. Ой, как муравейники. Ужас. Человек 200-300 будет. Ужас. Я не видел столько строителей. Они половина в зеленых касках, половина в желтых касках. Ну, вот такой. Оказывается, очень много людей там работает. Мама мия. Вот такое, поэтому у вас все не так гладко.
вам же некому советовать, вы все знаете, вы все умные, вы все профессора. Армяне, у них была база Ереван, город Ереван, там институты, там академии, там у них вот есть что, база. Вот у грузин есть Тбилиси, вот этот город, который веками стоял, вот эта база. У азербайджанцев город Баку, у чеченцев город Грозный. А у вас, ингушей, нет ни Назрани, который утверждает, что он старше, чем Грозный и Владикавказ. И вот и ваша столица, где ваша столица? Вот вы придумали город Солнца, сказки уже любитель, сказочники хорошие. Вот вы эту сказку придумали про этот город Солнце. И где ваша основа? Где ваш Азран? Мы же не можем утверждать, что Азран был столицей притяжения кавказских народов. Вот там эта древняя цивилизация создалась. Нет. Нет, Грозный, да, мы можем утверждать, потому что Альфред Нобель в 1900-х годах, даже дом Альфреда Нобеля, Нобелевской премии мира, вот этот Альфред Нобель, вот в Грозном у него дом был, он грозненские нефтяные месторождения, 1800 какие-то года. Это вас вообще природы не было. Вот поэтому там основа, там и институты были, там и университеты были в Грозном. А у вас на Назране ничего не было. И вас послушаешь, вы все профессора, все академики. Сейчас это колхозном вашем университете вы окончили, вы профессора. Я гуглю медицинский университет ингушский. Вот по-английски языку я удивился, думаю, как это медицинский, как это может быть в этом селе медицинский университет. Я удивился, думаю, я знаю, что в Махачкале он есть. Это огромный город, огромная республика. А у вас в крошечном, неужели у вас тоже медицинский университет есть? Ну, вот, и потом это было связано с университетом, тоже университет. Сколько год? 30 лет, 20 лет, сколько им? И вот это не может, вот такая современная новая цивилизация вдруг кому-то захотелось, становится древней. И, ну да, вы можете это утверждать, это ваше право, но вы не можете это утверждать в том, что примерно за чеченцы, очень древняя цивилизация, она везде, во всех картах присутствует. И не в ваших этих поддельных картах, и не картах вот этих по указу царской администрации, вот эти ученые, которые готовы на все, вот, они на их зарплаты, вот они скажут, вот мы хотим создать фейковую нацию, противовес вот этому геройскому. Вот были вот некоторые ученые, некоторые вот эти географы, историки, которые подчинялся, это, как и сегодня это. А были люди, которые посылали эту царскую администрацию, 3 известные буквы. Вот этот Эрже, он очень известный человек, он в Тифлисе, везде все, но на его картах в Ингушетии не присутствует, он не стал бы, вот, кто имел эту честь, кто имел репутацию, это дело было в репутации, а если это, он никто, они говорят, вот мы тебе дадим сейчас пост, типа ты историк, типа вот то, будь что мы хотим, то и рисовать. Были такие, но они и сейчас есть, среди ингушей это видно, продажные, вот это, как и Безуртана, это Танзила Чабиева, вот, продажные люди, вот скажут вот так, сегодня скажешь так будет, завтра будут петь другие песни, завтра будет другой интернационал у них. И вот там тоже тогда это было, и царское время, не все, они же в то время, как бы, репутация очень была важна. Поэтому вот я вижу, что почему-то одни карты так, в других по-другому. Потому что была репутация, и даже вот эти князи, они возглавляли эти
географическое общество, и они у них же репутация, они не могли себе позволить вот этот приказ исполнять, вот этот, хоть и царей, и властей, но некоторые не поддавались. Как это Пушкин, как это Лермонтов, как это Толстой. Вот их ссылка в Чечню, на Кавказ, вот, вы знаете, вот они про вас, ингушей, не писали. Про вас писал Базоркин, подделал. Вот он в 1973 году вот решил сделать из вас нацию. Вот он все вот этот, из 7 веков, вот первая моя книжка была из 7 веков. Мне она, даже ребенком, я потом второй раз прочел, третий раз прочел, так и не понял, потому что там были вещи, мне казалось, что это чеченское, это идентично чечено. Вот было вот это. Казалось, оказывается, он это делал ингушскую нацию, вот писал вот эти книжечки. Вот чисто на территории Ингушетии никогда не происходила война. Вот он написал вот эти шестидневные бои про это волчьи ночи. И вот это стало феноменом, что больше 6 дней на территории Ингушетии не происходила война. Потом, когда Деникин обратно возвращался из Грозного после 100-дневных боев. Вот мне кажется, даже вот этого не было. Вот это тоже фикция, вот это тоже придумка вот этого Идриса Базоркина, чтобы хотя бы, если вот этого эта повесть Идриса Базоркина не было бы, даже вот я и так могу утверждать, что у вас никогда на вашей территории военные действия не происходили. У вас те территории. И вот это утверждение правильно, потому что вот этот сказочник Идрис Базоркин, вот это вас ингушскую нацию он придумал. А это еще ничего. Он написал из 7 веков, все чеченское туда переписал. А потом Чаборс вот этот парень, ингушский патриот, сын вот этого Мусы Долги, Руслан Долги, ему сказали, твое имя Чаборс, это чеченское имя. Он приезжал, нет, я из 7 веков, доказательство, что это ингушское имя, вот этот Идрис Базоркин из 7 веков, вот он там описывает Чаборс. Я говорю, вот так этот ингуши, это отцом, скорее всего, вот это ингушская пропаганда, вот отцом, вот это основатель, вот этот Идрис Базоркин был, он ненавидел чеченцев, поэтому он не мог себе позволить жить в Чечне, когда город Грозный был административным, культурным, я не знаю, притягательный центр Северного Кавказа, он был большим городом на Северном Кавказе, и то этот Базоркин сидел в этом городе в Кавказе и писал историю Ингушетии. Вот это сейчас чат GPT, если ты спрашиваешь, ингуши воевали, вот это выходит, вот это Идриса Базоркин, вот эти сказочки. Вот такое. Дела, конечно, нашим городу. Вот это нас, мы тоже просвещенные люди. Вот сейчас эта картина раскрывается, потому что это они начали это все фальсифицировать в те годы. После депортации, когда они возвратились, первую демонстрацию против чеченцев в 1957 году, и вот сказочки, что вот обмен на пригородный район, вот это 3 района дали, вот это Щелковское, Каргалинское был раньше, вот это. Они не забывают упомянуть, что до возвращения чеченцев, ингушей, этот вопрос решался в 1956 году. Вот. Источники легко можно найти в архивах города Владикавказа, Северной Осетии. Решали не Москва, не Кремль, а руководители Северокавказских республик. Вот они решили, как восстановить Чечено-Ингушской ССР. Вот. Все пошли навстречу осетинам, все эти главы вот этих республик, Дагестана, Кабардино-Балкарии, раньше это тоже Черкесия ушла, вот это многие народы были депортированы. И вот они решали
Кавказские вот эти республики, областя решали, как границы восстановить Чечено-Ингушской Осетии. Они Грозненское, вы не забывайте, что до этого, после 1944 года, когда ликвидировали Чечено-Ингушскую ССР, на его месте уже была образована Грозненская область. В 1944 году все эти земли, которые были, вот половина Дагестана, 40% территории Дагестана, вот это с Грозненской области, она распространялась от Чечни до Каспийского моря. Вот эти, теперешним дагестанцам кажется, а у нас Дагестан такого был, нет, у вас Дагестан половина была, эти земли были Грозненская область. Она раньше была, называлась Терская область. Это не просто так взяли с Краснодара, Ставрополь. Нет, это раньше Терская область она была. Вот они точно так же сделали эту Грозненскую область, и там было очень много земли. Очень много территорий. И вот она до Каспийского моря. И оттуда ни Ставропольского края, ни с Москвы, с Грозненской области, это про проведение Чечено-Ингушской ССР, с Грозненской области выделили нам эти 3 района, взамен вот этих горных районов, которые закрыли, вот эти Галанчорский, Итумкалинский, Шаройский, все эти районы они прикрыли, и вот взамен вот это было пастбищные земли, где здесь люди жили, где пасли скот, вот они вот это степи дали. И они Ставропольский край, а с Грозненской области. И вот вы, ингуши, вы хотите, конечно, если люди, хорошо, что это если через 40, через 50 лет все свидетели вот этой истории, они уже будут мертвы и никому, а сейчас они живы. Многие чеченцы помнят, как это происходило, что это было. Мы учились, наши учителя, вот это, они это нам рассказывали, как это происходило. И не чеченские, русские учителя, у нас все русские учителя, вот они рассказывали, как это, вот раньше это имело смысл. Географию мы просто так учили по этим учебникам. Мы очень серьезно, дополнительный материал. Я помню, как я бегал в детскую, подростком бегал в детскую библиотеку, чтобы какой-то интересующий материал взять. И ваши сказочки в этот замен пригород, в этот Базоркин, в этот все, весь слово, вот эта тварь, ингушским называть, да, он ингуш, если он не был бы ингушом, а если он был бы осетином, непонятно, вот это существо, вот это Идрис Базоркин, вот это. И главное, не был чечено-ингушским писателем, был осетинским, если он всю жизнь прожил в Осетии, был осетинским писателем. И вот восхваляли, вот где это было, мне это не очень нравилось, наш вот этот Абдурахманов, вообще про него ничего, а вот Идрис Базоркин во всех, везде, в библиотеках, такие томы вот этих рассказов, повестей у него вот и. Вот так вы, вот тогда вы, это не сегодня, это вы давно вот это проворачиваете темные свои дела. Просто тогда это были умные, грамотные люди, они хитро это все делали. А сейчас это проститутки откуда-то взялись, и они очень много проколов делают. Поэтому мы видим, как ваш 92-й год тоже мы уже раскрыли, как это было. Ваши сказки, вот этот плиты могильные можете и 10 тысяч поставить. Но это не значит, что у вас такие жертвы. Вот покажите. Тогда и хроника была, тогда и была НТВ, тогда была и телевидение, и взгляд программа была. Все высвечивалось, все фиксировалось. И вот мы не видели, вот Самашки, да, 450 мирных жителей убили, хотя всех трупов не было видно, но это масштаб, это весь мир узнал про это. Весь мир осудил это. А вот ваша ингушская трагедия, она, тем более тогда,
это было. Конечно, это был, как это, через 2 года событие произошло, 3 года, весь мир об этом узнал. И 92 год, это разница 3 года, и про вас почему-то все промолчали. Вот это. Было бы, гудел бы весь мир. BBC там был, Голос Америки там был, Радио Свобода там было. Рассказали бы всему миру, что вот такая трагедия с ингушами произошла. Вот не было вот это. Были ваши сказки, а мы им верить не собираемся. Я вам рассказал, как вы сделали, как вы, ваш геноцид состоялся. Вы хотели Чечню это геноцид устроить. Там хотели провокации, с этими войсками перейти в Чечню, и вот начать эту Первую Чеченскую войну. Вот вы, ингуши, это ваши рук дело. Это вы их одоумили в 92 году, вот Сунжи захватились русскими, Сунжский район, вот тогда они поняли, что можно вот так прийти и захватить Чечню. А потом вы утверждаете, что чеченское геройство чеченцы это первую кровь вы, ингуши, пролили. Где, покажите, где вы пролили первую кровь? Вы, ингуши, это очень большая разница. Жители Чечни ингуши, которые наши, и ваши вот этот сексоты, вот этот провокаторы, это большая разница. Это наши, они жили с нами. Это в одном доме мы жили. А вот сейчас видно, как вы защищаете чеченцев 33 года, как вы живете один. Как вы их защищаете. Это сейчас мы видим. Видим подробностями, как вы их любите, как вы о них заботитесь, о их чести. Вот были проститутками, наркоманами, вот вам кажется, все такие, все продажные, как вы. И вот вы, вот это все, каченки, не каченки, чачаны, не чачаны, вот вы это все делаете. Это вы ни к чему, это вы пустышки. И не надо все это на других, вот это провоцировать. И вам кажется вот так, если вы такие продажные, все остальные тоже. Это большая разница, это имеет смысл. Вот видно, что, оказывается, представляете, такой пустой народ, никчемный народ, вот существовал, и вот этот, как этот, он, вот где нужно, переодевалась, прикидывалась братами, вот хитрость ингушские. Сейчас это видно. Вы будете, мы хорошие. Да, вы хорошие. У вас нет вот этого нет никаких вот это свободы слова. Вы же говорите, у вас это демократия полная. Почему вы тогда молчите? Да, вам не нравится, если я что-то про ингушей скажу. А как я же не могу сказать, что это осетин или это Дагестан. Это ингуши все делают. Это ингуши это все придумают. Это ингуши нас оскорбляют. Почему я должен сказать, называть другой? А хорошие ингуши, плохие ингуши, я не собираюсь их делить. Это один народ. Если вам не нравится, что ваши вот, представители вашего народа вот так себя ведут, почему не у вас совет ТЭПу, у вас совет старейшин, у вас парламент, у вас правоохранительные органы, надо этих провокаторов, если им дать волю, они знают, это как преступники. Если им не будет противовеса полиции, вот они будут творить, что хотят. И нельзя свободное плавание отпускать проходимцев. А это же знаете, как интересно. Вот никто, ты что хочешь придумываешь, что хочешь рассказываешь, что хочешь додумываешь, а потом тебя ничего нету, и в своей республике тебе никаких претензий. И за пределами, и, конечно, ты будешь годами эту свою деятельность проводить.
все это, даже они не проживают, потом скажут, они не проживают на нашей территории, не надо пускать. И федеральный розыск надо объявлять, чтобы они границы Российской Федерации пересекают сразу, чтобы их схватить. И вот всего лишить, что они имеют, вот это все, вот это их родственники там, их вот эти дяди, тети там, беседы нужно проводить. А если никаких вот это делать вид, это ингуши, мы не будем, пусть они на чеченцы, главное, чтобы на нашу власть они точили свои зубы. Они сперва на нас они отрываются, а потом дойдет до вас очередь. Когда это дойдет, вы не сможете спастись. Вот это вот они учат людей, они это безнаказанность, она потом последствия бывает очень большие. Нет смысла об этом говорить каждый день, повторяться. Но почему мне каждый день получается? Почему я говорю? Потому что я уже все перестану, потому что я уже на целую книжку я презентовал, рассказывал. Вот даже по этим событиям можно снять просто все это книжку целую. Вот так и пишет, наверное, книжки, вот так выступает, вот это ложится материалом. Ну, видите, да, с чего они, как они начали все это фальсифицировать, какое вот это лицемерие осень 92-го года, когда они русскими войсками, через 10 лет, когда еще трупы лежали на площади Азрани, они этими же убийцами, как они говорят, этими русскими пришли в Чечню захватывать чеченский район. И жители Серноводска, Асиновка просто восстали. И хорошо, что они проявили этот. И десятки тысяч людей там проживают, и русские не захотели. Вот они хотели геноцид устроить там, в Сунжинском районе, они устроили. Они сейчас всех этих русских, у них никогда на их территории не было войны. И вот мирные Ингушетии почему-то масса уезжают. Русские они сперва, вот в Карабулаке, вот они жили, эти бедные старушки, старики, многие одинокие, их дети уехали в Россию, вот они жили, вот сносят эти дома, вместо этого, чтобы другие дома им отдать, вот так вынуждает этих русских уезжать. Понятно, чеченцев, они хотели, чтобы чеченцы уехали, но это их чеченская земля, они в этих седах, 400 лет они, даже ингуши там не проживали, они жили в горах, Риальском ущелье, а эти выкупили у кабардинских князей эти земли, и вот чеченцы там 400 лет живут. И вот, конечно, умудрились вокруг этого пседах. Раньше это целый, вот этот Малгобекский район был чеченским, Сунжинский чеченский, вот этот пседах оставался как бы анклав чеченский, вот это. И сейчас умудрили вокруг свои поселки ингушские. И, конечно, мы будем дискриминировать чеченцев, их унижать, не давать вот этот, дал глава Ингушетии, предпоследний, дал землю для кладбищ. Это он не имел права, отнял эти земли. Представляете, мусульман, лицемерие. Какие мусульмане? Безбожники. Христиане были бы, они и не христиане, и мусульмане, безбожники. Вот это Тхабаверди, вот какая-то икона, не представляете? Какой-то даст мировой вот языческий храм, непонятно чей, скорее всего, грузинский. Ингушам они принадлежало. Одно было такое же было на территории Чечни.
один или две, по-моему, их было. И эти, ой, смотрите, с балкона вода льется вниз. Ой, я снимал там сверху бассейн, вот вода льется. Вот интересно. И вот это Трабавердит, я не знаю, не гордятся, вот эта вся гордость, вот этот Трабавердит. Вот из ничего хотят делать сенсации. Короче, вчера был репортаж, русское телевидение, нашли артефакт. Я сейчас думаю, вот этот сейчас они типа затеяли реставрации, чтобы потом сказать, что мы нашли какое-то бесценное вот это, и придумали, уже историю они придумали, как это, вот просто сейчас делают раскопки, и письмо вот это потомкам, вот удивился, я думаю, у меня челюсть отпал, думаю, как, и так бывает. Ангола оставил письмо. И я вообще не понял. Короче, современное кто-то оставил там письмо. Я-то думал, Монголия. Китайцы, Тамерлан оставили им Трабаверде письмо. Очень странный народ, конечно. Комедиант. Шулер. Остап Бендер нервно там в столике кусает ногти. Он, конечно, знал 140-420 способов сравнительных, честных обкрадывать. Где вот ингушей переплюнули Остапа Бендера. Золотой титул, по-моему, это был. Или 12 лет золотой титул. Вот это оттуда. Вот такой, видите, город Бангкок, видите, во всей ее красе. О, такие дела в нашем городе. Вот станция метро подъезжает. Вот этот медь, вот это Криш, вот этот, конечная остановка Арсенал стадиум. Вот они остановились. Все, остановочка у него. Сейчас она зайдет, остановится. Вот так, видите, транспорт городской ходит. Вот уже пробки начинаются по чуть-чуть. Вот город, большие города очень красивые, но вот пробки, как это дает. Почему нельзя вот так придумать, чтобы с часами могут стоять? В Москве вообще, говорят, страшно. Тут не так много богатых людей, чтобы иметь машины. Но имеют, конечно, но не все. А там каждый человек может себе позволить это. Ну, видели, сверху я вам показал город Бангкок. Вы видели, как он выглядит сверху. Сейчас поезд посмотрим, как она будет двигаться. Вот они медленно, мне кажется, медленно двигаются, потому что станция метро очень рядом. Вы вот тут, там вот. Вот она уже заходит в станцию метро. Вот за эти здания, вот этот крыш, вот там я вижу, я-то вижу это. Видите, вон там вот стоит вот этот. И вот тут рядом. Очень близко. Вот станция очень близко. И тут одна станция, смотрите, далеки видно. Нет такого, что вот это, а кажется очень далеко. Вот они просто медленно едут. Вот 10 километров в час. Вот смотри, как он медленно едет. Поезд. И кажется, что это очень быстро. Опасно, очень опасно метро, конечно, если пойдет поезд, там же нет вот этих. Это другой поезд должен отойти, он езжает там. Но этот МБК-центр знаменитый. МБК-центр,
Вы видите, вот это зеленый, вот это очень знаменитая локация, там фотографируют очень много. Вот такие дела. Ну вот такое же, бесполезно, наверное, говорить о чести, о достоинстве. Оно сейчас не котируется. Многие даже не в курсе, что бывает и такое. Мы же привыкли. Будем верить социальным сетям, а не учебникам истории. Эти сказкам, которые вот это пишет. Вот я 2000 года вообще, то, что вот сочиняет, вот это непонятно, конечно. Ну хорошо, вы великая нация Ингушетия. Почему об этом раньше никто в голову никому не приходило об этом говорить, рассказать? Про чеченцев, да, они говорили. В учебниках истории введено, Дарго, все присутствует, как имам Шамил, все есть. А почему у вас, ваш Назрань нигде не присутствует? Нигде его нет. Не претензии к вам, что вы что-то придумывали бы, но вы цепляетесь другим народом, хотите все вот ихнее переписать. То, что вы бы там могли бы спокойно сесть, придумать, это великий Ингушет. Можно спокойно, если у вас нет ничего, там можно было придумать и тихо, вот в учебниках, этих картах сделать, и тихо молчать, нет, вы трубите, вы наглый бывает, обнаглевший человек, наглый, нет, это как должны чувствовать себя чеченцы, как должны осетины. Все, вот у вас вот это, все осетинское, это же древняя цивилизация, осетины и чеченцы очень древние. И вот это все, у вас, грузине, вы не посмеете, и русских историй не посмеете. А вот у чеченцев, осетин можно все что угодно. Вот любишь осетинского только какие-то мелкие претензии, только при вроде как, а у чеченцев вот такие и на земле, и на все, вот на все, на историю, на культуру, на песни, на танцы, на еду, за все вы притязания. Вот переписывать типа свое. Вот да, хватает вас, Идрис Базоркин, Чахти, у вас есть что взять, что там, как-то аккуратно, там, не знаю, как-то не затрагивать других народов, вот можно было бы это сделать, нет? Вы хотите еще легче. Зачем вам трудиться? Все самое лучшее себе переписать и заявить всему миру, что мы супер нация, мы самые древние. 6000 лет вашему ингушскому языку. Сколько народов на этом языке разговаривают? Грузины его понимают, осетины его понимают. Я не знаю, сколько лет грузинскому, армянскому, такие древние языки сколько. По-моему, 2-3 тысячи не будет. Все самое лучшее ингушам. Это как называют? Все самое лучшее ингушам. Это же приятно. Вот молодой ингушский парень, который вообще никогда учебник истории не посмотрел или географию проспал, уроки географии или истории, там мечтал о красивой Ташке, о красивых девушках. Вот он только в социальных сетях сидит и верит в эти социальные сети. И, конечно, это очень социальные сети чем хороши, что очень коротко, очень ясно. Все что угодно тебе вот приятно. Вот когда, конечно, если я ингуш, мне говорят, что вы великая нация. Конечно, я что буду говорить, что это не так? Нет, да, это так. Потому что у нас Табах-Верди, Одесский храм, оказывается, у нас. Ни у кого нету, у нас он есть. Никто не знает своей башни, а мы ингуши знаем.
их у нас 100 тысяч башен, и мы все имена вот этих башен знаем. Вот это вот другой человек, когда вы это говорите, везде вы утверждаете, что единственный народ на Кавказе, который знает имена своих вот это башен, вот кому Тейпу принадлежат. Сам, просто вы забываете при этом упомянуть, что вы самый маленький народ в России, самая маленькая республика России, и у вас эти башни, там их 50 штук, вот если пособрать, вот что я увидел, даже они 25-30 штук у вас. В Чечне их сотнями. Вот только в Аргунском ущелье, вот это, поэтому и требую. У нас земли до Аргунского ущелья, потому что там почти 480-490 памятник архитектуры. У вас вот то, что вы показываете, этот 6-7 башен там, 4 башен там, Эгекал 4 башни, и там их 33 не соберется. Имеется в виду башни. И другой посторонний человек подумает, что у вас 1000 башен, как это Куцериус заявил, я восстановлю 2800 башен. А где? Каждая башня на Ингуша. Вот другие народы подумают, что у вас очень много башен, и вы знаете именно этих. У вас десятки раз меньше, чем у чеченцев. Вот у нас в горах все это башенный комплекс. У нас в горах непроходимых горах, а у вас равнина. Вот когда чеченцы 25 лет Кавказской войны воевали, конечно, мы их перестали, когда появились вот эти пушки, не было, перестал смысл строить эти башни военные. Вот это. И вы, вот, чеченцы, умирали в этих войнах, Кавказская война, а вы, конечно, вот себе это дома строили, эти башни. И вот странность. Когда другие народы перестали строить, вы начали строить. Сколько вашим башен? А да, там 600, это чеченцы построили. А то, что современно, это вы. А Вадили построили. Ну, вот это тоже, знаете, мы тоже учились, мы тоже изучаем, мы тоже можем размышлять. Вот. Странный народ. Вот единственное, вот открытие мое вот это, я теперь, они удивляюсь ничему. Вот я много по всему миру разъезжаю, я видел, вот даже Бангкок меня впечатлил, но они удивляюсь, потому что я знаю, что это люди строят, что я слышал, что Бангкок называют вторым Нью-Йорком, этот очень огромный мегаполис, это вау. Я слышал это. Но вот удивляюсь, вот, рядом живут ингуши, вместе проживали вот, веками, последние 65 лет вместе прожили. Вот удивление вот этим ингушам, вот, как будто бы открываешь новый мир, как будто бы ты открываешь Америку этим с индейцами. Очень странный народ. Бедный чеченец, бедная Чечения. Вот какой-то, я не знаю, вот эти пласт людей вообще безнравственные люди, пустые, никчемные. И вот, наверное, потом это все как-то, не знаю, ну, вряд ли, потом их дети будут такими же, их дети будут такими же. Вот это же, сейчас это последователь вот это Идриса Зоркина, вот это интеллигенты, вот их последователи, Руслан Бузуртану, Идрис Абадиев, им кофе, чай, носили чай, а сейчас вот это Исаак Кадзоя, вот они им носили чаи, там на стол ставили, их обслуживали, а сейчас их обслуживают другие, Чабыевы, Руслан Долгиевы, Магомед Албогатиев тоже. Разные направления, разные истории.
разные задачи, но цель одна – великие Ингушетии. Вот. Ради этой цели они готовы и войны, и все, что угодно. Стереть с лица земли эти все кавказские народы, то только один ингуши. Вот и они, чтобы на весь мир. Вот такие дела, скорее всего, я округляюсь, мои дорогие. Я что смог, сказал, что я не могу все, что я знаю, говорить. Это очень некрасиво будет. Конечно, я иногда немножко говорю, но не полно. Я не преследую целей оскорблять ингушей, унижать их недостоинство. Вот они, да, преследуют эту цель. У меня нет, я благородный человек, я не в этом духе воспитан, у меня нет. Вот я могу, если есть категория таких людей, я об этом скажу. Если это были бы с другой инопланетные существа с другой планеты, и вот они бы против чеченцев, вот это я могу понять. Но они же выступают от имени ингушей, от имени Республики Ингушетии. Они подчеркивают, что они ингуши, что они вот такие великие, а потом говорят, что это, чеченцы это никто. Вот поэтому и мы говорим ингуши. Может, не стоит вот так говорить, но а как по-другому? Если вы молчаливы, это ваше согласие, это вы им это права. Они вот почему в Чечне нет вот такой? Потому что им не позволяет. Почему ваша власть позволяет вот это все? Почему опруждения нету? Ничего у вас нет. Вот ингуши сидят и нас в этих чатах, этих телеграммах, это Facebook, это Instagram, это YouTube. Везде вы сидите. Все вот как будто бы, мне почему-то такое чувство, что это власть ваша ингушская, вот все это поддерживает, вот это гуцери, меценат это все поддерживает, вот античеченская истерия, античеченская вот это чеченофобия, это называется чеченофобия, потому что все чеченское вам не нравится, все чеченское вы стираете, все чеченское вы забираете себе ложными, вот этими шулерскими методами, вы крадете все. Вот. И как назвать этих людей? Они ингуши, поэтому мы говорим ингуши. Наверное, если хорошие ингуши, мы их искать и кажу, вот это в Очелуках, Пливы, Джерах не собираемся. Это ваша задача, порядочных ингушей, своих же вот этих сотоварищей ингушей вставлять на место. Не позволять им оскорбительным, неуважительным тоне разговаривать в адрес чеченцев. Тогда я, Лонель Джейсон, одинокий Джейсон, не буду про вас плохое говорить. И другие чеченцы перестанут. Это вы начали. Это мы просто вам противодействуем. Молчали 8 лет. Казалось, вот вы прекратите. Нет, у вас когда этих провокаторов, этих проституток посадили в тюрьму, вы все замокли, испугались. А сейчас, когда их начали отпускать, их через 4 года, через 5 лет отпускают. И вы снова, вот эти же провокаторы, которые сидели в тюрьмах, вот они, скорее всего, подпитывают, вот начали снова, вот сейчас я заметно, что какую-то женщину выпустили из тюрьмы, как какая-то активистка ингушская. У вас уже заново, это все началось заново. Заново у вас воспряли духом. Надо сажать, надо сажать. Иначе, знаете, ничего, вот вас 92-й год снова повторят. Вот. Потом вы будете обвинять других. Не себя, не своих провокаторов, а другие. Вот как вы обвинили осетин. Если это была бы ваша советская власть, вам бы отдала бы. Отдала бы, честное слово, я вам говорю, у советской власти, вот что у них было, да, они могли крушить эти границы, какие-то территории вот это, но если действительно была территория бы Ингушетии, они бы согласились на вашу автономию, согласились, чтобы вы жили отдельно. Но они-то знали, что это не ваш. Архивы в Москве, Тбилиси, Ереван, они-то знают, что это не ваш. Поэтому
что вам позволили там поселиться. Это не знаю, вот точно так же вам позволили в Суздальском районе, Малгородский район, поселиться. И вы через года это наш. Потому что мы живем тут, это наш. Нет, вам позволили поселиться. И вот они знают, что этот пригородный район никогда не был вашим. Потому что я смотрю по картам, тогда военный Осетинский округ в 1840 году, когда шла эта Кавказская война, это территория Осетинского военного округ. И вот даже в Бирже был образован Ингушский округ после вот этой Кавказской войны. И то он не поставил свои карты. Знаете почему? Потому что он знал, что вы придуманы, вы искусственны. Поэтому он, как порядочный историк, географ, и он вот таких много было. А были те, которые на эти зарплаты у этой царя были. Вот они вот приказы выполняют. А порядочные люди нет. А сейчас где ваша порядочность? Вот такое. Смысла нет объяснять, смысла нет повторять, смысла нет вам достучаться. У вас одна задача, у нас другая. У вас все фальсифицировать, все украсть, что нехорошо лежит, прибрать к своим рукам, потому что вы спешите, в вашей нации 33 года. И вы боитесь чего-то, боитесь опоздать, и вот в этой спешке все это они грамотно, они небрежно себе присваивают, это все видно. Вот такие дела. Я уже устал об этом говорить. Сколько сил я потратил. Представляете, вот это творчество, рассказы свои, книжки. Я уже написал книжку про Ингушетию, если честно. Получается, то, что я говорил, если это все грамотно, вот это все, книжка готова. 50, там, почти 67 часов про вас я выдал. И в Нью-Йорке, и в Бангкоке, и в других городах, где можно было про вас заявить. Мы заявили. Пожалуйста, товарищи ингуши, прекратите. Это недостойное поведение, нужно прекращать. Она не к лицу, не к вам. Она позорит вас и позорит другие кавказские народы. Это есть границы. У вас их нет. Понятно, вы сорвались с катушек. Но другие народы, посмотрите на сторону Дагестана, сколько там народ, 40 народ живут себе. Вот это, нет вот этой истерии, нет вот этих, единственное, это аварцы почему-то завиляют, и то они посмотрели на вас, как вы ведете, вот вас копируют они. Тоже аппетит у них на чеченские земли. Далеко это были оцалские земли, да, введено, вот самое интересное, введено это древняя вот крепость. Она была, даже по-чеченски она называется городом. На чеченском языке мы, жители введено не говорим. Если мы говорим, если я иду в Ведено, я говорю, я иду в Галичу, в город иду, вот Галичу. И нет слов, мы не говорим Ведено. И тогда, представляете, в 1960 году произошло страшное землетрясение, и вот тогда вот весь эта крепость, огромная крепость, это подземным вот этим, и оно разрушилось. До сих пор, до духов чеченских войн оно еще сохранялось, но вот русские решили разбомбить подземное вот это. Очень, после первого не восстановили, когда 200 лет имаму Шамилю, вот восстановили вот эту крепость, введено какие-то стены, но оно же по всему селу вот введено, по всему селу вот это.
и стены уже все, вот это, и русские разбомбили вот эти бункера почему-то, я не знаю. Думали, что там прятался вот этот, там же сотни веков, там же такая грязь была. Вот я ребенком там, конечно, этих подземных бегал, но это очень опасная вещь была, даже тогда, в советское время. А сейчас вообще мусором все завалено было. И вот история вот так русские, и тогда все эти башни, равнинные части, все снесли. И в таких горных, неприступных местах остались. Вот такая история. Вам ее, ингуши, не переписать, знаете. Вы никто, и звать вас никак. Мира и добра всем. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Из города Бангкок.